Доброе утро, это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня на календаре 28 сентября, вторник, и это утро встречаем вместе с вами мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Сегодня в нашей программе мы зарядимся энергией от абсолютного чемпиона игр Манчары по борьбе Хапсагай Данилом Ивановым, которого мы не так давно сняли в городе Покровске. Узнаем, где сейчас активно рыбачит в Горном Алтае. Наш коллега Руслан Ачиров покажет нам свой улов. Да, немного экстрима добавим в наш выпуск. Посмотрим, как начинают свой сезон осенне-зимний якутские моржи. Также интересные гости у нас сегодня предусмотрены. Это герои проекта «Здоровая Якутия», а также поговорим о неизведанных еще в нашей республике местах. Ну и, конечно, не забывайте про средства обратной связи. Наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Также подписывайтесь на нас в Инстаграме и смотрите все выпуски на YouTube-канале Якутия-24. Ну а прямо сейчас время поговорить о погоде. Итак, сегодня в центральных районах от -1 до 3 градусов тепла. В Заречной группе от -1 до 4 градусов тепла. В южных 0 и 2 градуса. В Вилюйской группе -2 плюс 1. В Нижнеленских -3 плюс 1 градус. В западных 0,1 градусов. В Колымендигирской группе -1, -7. В Янских от 1 до 3 градусов мороза. На северо-западе -4 плюс 1 градус. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 2 градуса тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов тепла. Мы цепляемся за последние положительные плюсовые температуры, потому что каждый день, читая новостные ленты, вижу прям заголовки, что завтра еще прогреется до +10 с таким оптимизмом. Ну ничего, хотя бы последние дни, хотя бы последние, может быть, недели-две поддержать это тепло со знаком плюс было бы замечательно. Да, ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. Единую информационную систему мониторинга вечной мерзлоты создадут в Якутии для геокриологического прогноза деградации вечной мерзлоты или иных последствий. Об этом на полях Северного форума по устойчивому развитию в Якутске сообщил глава республики Айсен Николаев. Накануне на круглом столе спикеры из российских, китайских и американских вузов обсудили вопросы и передовые технологии, направленные на обеспечение устойчивых инженерных сооружений и создание системы мониторинга криолитозоны. В Горном районе на базе Бердигистякской школы имени Семена Данилова в рамках сетевого взаимодействия между учреждениями состоялось торжественное открытие IT-школы IMAX Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Школа станет приоритетной площадкой обучения детей Горного района в сфере IT. Почетными гостями были министр образования и науки республики Михаил Сивцев, заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфракоммуникационных технологий Георгий Андреев, глава Горного района Никита Андреев и директор Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина Гаврил Семенов. Вот тут у нас будут учиться 20 учащихся из 10 и 11 классов. Они получат профессию и могут работать в офисах, таких компаниях, да, где требуется системный администратор. Программа у нас будет 200 часов. Это у нас 130 часов теории. Теорию будем учить мы сами в школе. А практику 70 часов. Ребята поедут во время каникул и там в колледже будут учиться.
В микрорайоне Алроса города Ленска состоялось значимое событие. В эти выходные там была открыта новая детская спортивная площадка. Строительство спортивного объекта стало возможным благодаря финансированию районной администрации, которая выделила городской казне 4,5 миллиона рублей, и компании «Газпром Трансгаз Томск», которая добавила еще 1 миллион рублей. Теперь дети могут не только поиграть в баскетбол, но и позаниматься на уличных тренажерах. Что ж, наступление осени, ну, она уже целый месяц длится, тем не менее, чем дальше мы в эту осень движемся, тем труднее по утрам просыпаться. Такое ощущение, как будто не хватает нам солнечного света. Но есть одно замечательное решение, как все-таки с утра даже в этих условиях зарядиться энергией. Мы предлагаем сделать вам утреннюю зарядку вместе с Данилом Ивановым, абсолютным чемпионом игр Манчары по борьбе Хапсагай, членом сборной команды республики по вольной борьбе. Доброе утро, меня зовут Иванов Данил. Я абсолютный победитель игр Манчара по Хапсагаю. Давайте сделаем утреннюю зарядку. Желаю вам удачного дня, занимайтесь спортом. Доброе утро. Ну, это вообще говоря, да, про здоровье. То есть зарядка все-таки тоже одна из составляющих здорового тела, в котором здоровый дух. И вот в республике появился новый проект, посвященный Году здоровья, под названием «Здоровая Якутия». Да, инициатором проекта выступило Министерство здравоохранения, правительство республики, Центр здоровья и медицинской профилактики. Кто они сегодняшние герои нашего времени и как придерживаться здорового образа жизни? Об этом мы поговорим с нашей замечательной гостьей. У нас в студии чемпионка мира по шашкам Матрена Наговицына. Матрена, доброе утро. Доброе утро. Вот мы встретились после того летнего моего поражения в шашке. Да. Ну, это был замечательный матч, на самом деле. Я бы еще повторил его, но уже натренированный. Хорошо. Вот. Вас выбрали героем проекта «Здоровая Якутия». Организаторы вообще выбрали 9, если не ошибаемся, претендентов. Это абсолютно разные люди, сфера IT, спортсмены и так далее. Объединяет всех одно – приверженность вот именно здорового образа жизни. В чем же вот главная задача этого проекта? Задача донести до якутян, что здоровый образ жизни – это не только хорошее питание или отказ от вредных привычек, но и вообще ведение здорового образа жизни, занятие спортом, хороший дух, менталитет. Все это должно быть в нас самих, чтобы якутяне могли это на нашем примере узнать. И чтобы побольше якутян начали придерживаться здорового образа жизни.
Матрёна, ну мы наслышаны, что организаторы придумали какой-то интересный челлендж, да, для каждого героя. В регионах будут установлены билборды в Да. разных образах. Какой образ у вас и как прошла фотосессия? Так как я шашистка, чемпионка мира по шашкам, у меня был образ с шашками, мой основной вид деятельности. И также то, как я занимаюсь физической активностью, я занимаюсь бегом и ходьбой в основном. Поэтому вот в этих двух образах вчера у нас была фотосъемка, съемочный день. И в скором времени, я надеюсь, уже выйдут на билбордах. Ну, вот вы сказали, да, свои пристрастия, получается, к бегу, ходьбе. Да. Какие-то вот, ну, то есть у вас уже, да, у вас титул чемпионки мира по шашкам. Нет ли какого-то, может быть, там, желания в будущем и в беге поучаствовать? Тем более сегодня, кстати, легкой атлетики. Ну, это немного не в тему, конечно, вопрос, но так, между делом. Конечно, шашки – это мой основной вид спорта, но я также очень люблю бегать. И это у меня такая любовь с детства. Люблю бегать на длинные дистанции. Это на 5 километров. Ну, для меня это длинные дистанции. И поэтому хочу когда-нибудь участвовать в таких марафонах, начиная от 5 до 10, может быть, побольше даже. А что вот интересно в вашем понимании здоровый образ жизни? Как вот вы к нему пришли? Это вам как-то в воспитании далось? И насколько важно для спортсмена придерживаться здорового образа жизни? Я сама выросла в такой среде. У меня родители, они ведут здоровый образ жизни. У меня папа вообще даже по питанию очень хорошо придерживался, на диете всегда был. И у нас в спортивной школе в Чурапче, это в районе нашем спортивном, там у нас территория ЗОЖ. И все у нас там по физической активности очень хорошо развито, все занимаются спортом, и у них нет вредных привычек. Но цель проекта – это привлечь как можно больше людей Да. именно вот к этой, скажем так, философии здорового образа жизни. Ну, понятно, что хороший пример, он, в принципе, тоже всегда, очень часто бывает заразителен. Тем не менее, вы как-то лично, самостоятельно за ЗОЖ агитируете или нет? Если да, то как это проявляется? Я считаю, что моя главная агитация – это то, что я занимаюсь спортом, конечно, естественно. То, что вот те, кто занимается спортом, они могут достичь высоких результатов. Те, кто придерживается спортивного режима, здорового образа жизни, хорошее питание именно. И в психологической, ментальной части тоже нужно быть здоровым, я считаю. Потому что здоровый образ жизни – это не только вот тело, да, но и, конечно же, хорошее состояние мозга. Матрёна, но на данный момент чем вы занимаетесь? Нам интересно было бы узнать. И ваши ближайшие планы они какие? Сейчас я, так как по шашкам чемпионка мира, у меня предстоит матч провести в следующем году. К этому я готовлюсь. И я, естественно, готовлюсь не только по шашкам, но и физически. Всегда поддерживаю физическую форму, бегаю по утрам и зарядку делаю. А вот интересно, как ваше утро начинается? Утро начинается, просыпаюсь, умываюсь, потом делаю зарядку, потом пью кофе или завтракаю, и потом уже иду на тренировку. Ну вот я вернусь обратно к проекту. Все-таки мы сказали о том, что 9 претендентов было выбрано в герои этого проекта, скажем так. С кем-то из них знакомы, можете о ком-то еще рассказать? То есть, как минимум, представители каких профессий. То есть, насколько знаем, есть пожарные. Да, есть врачи, есть айтишники. И, в общем, они выбрали не только спортсменов, там, знаменитых, они из народа выбрали людей, из представителей ЗОЖ, которые, по их мнению, могут передать нашим якутянам, что такое здоровый образ жизни.
Что ж, Матрена, огромное вам спасибо, что проснулись этим утром так рано и встретили его вместе с нами в нашей студии. Да, рассказали нам, в принципе, как можно пристраститься к здоровому образу жизни. Ну, а мы продолжаем наш эфир и хотим немного поделиться такой хорошей, интересной информацией. Вот в эту пятницу мы будем встречать так же, как и всегда, утро, но это утро будет необычным. Да, в эти выходные мы с нашей командой «Утро Якутии», с бригадой отправились в небольшую командировку на Еланку. Паш, чем тебе запомнилось? Каковы твои впечатления? Поделись. На самом деле все очень замечательно, но вот об этом как раз будем говорить в эту пятницу. Не только расскажем, но и покажем, как в осеннее время можно отдохнуть на свежем воздухе. Доброе утро всем, кто встречает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Ну а наше утро началось действительно очень экстремально. Мы поднимаемся на скалу. Это своего рода тоже зарядка. Наша яичница, она вполне себе готова. Это очень вкусно. Говоря про активный отдых, самыми распространенными его видами в нашем регионе являются, конечно же, охота и рыбалка. Причем это уже давно не чисто мужские занятия. В скором времени вот уже на этом месте появится новая лодочная станция с красивым дизайном, отвечающая всем требованиям безопасности. Сюда съезжается огромное количество людей для активного отдыха, в частности, и для занятия спортом. Да, я буду готовить. Думаю, мы вас заинтриговали уже в эту пятницу, 1 октября. Смотрите специальный выпуск программы «Утро Якутии» из Еланки. Да, говоря про Еланку, ты спрашивала, что мне запомнилось. Попытка порыбачить, но я знаю, когда на спиннинг имеет смысл забрасывать блесны в реку, а когда нет. Тем не менее, к этому делу я пристрастился относительно недавно, и со мной, вероятно, много людей к этому делу постепенно сейчас, не из-за меня, естественно, тоже начинают любить это дело, потому что любителей рыбалки и вообще активного отдыха становится больше и больше с каждым днем. Наш коллега Руслан Ачиров на данный момент находится в Горном Алтае и нашел пример, где прямо на территории турбазы можно порыбачить. Доброе утро, друзья! Я сейчас нахожусь в Горном Алтае. У нас была очень интересная большая поездка на таких вот квадроциклах «Сокол» по горной местности. Красивые пейзажи, полный сюжет будет в передаче «Испытан на себе». Ну а сейчас я бы хотел вас познакомить с форелевой фермой на Горном Алтае. За моей спиной находится озеро. Давайте мы сейчас об этом узнаем поподробнее. 10 лет назад у меня осуществилась мечта. Я взял землю в аренду, купил трактор, бульдозер и начал потихоньку копать. Выкопал первое озеро, запустил пробную партию. Дальше пошло. Начал сам икру доить. Начал выращивать рыбу. Основная рыба у меня форель радужная. И побочно там, значит, у меня есть карп и белый амур. Завозная рыба. А форель сам развожу. Даю икру и
развожу. То есть основная цель это вот, допустим, люди приезжают, могут приехать на вашу базу и порыбачить? Да, они приезжают, отдыхают, кому свежей рыбки хочется, ради бога, ловят, ходят. Улов 100%, без рыбы никто не остается. Как бы нормально всем нравится. А как происходит кормежка рыбы? Сколько раз в день? Взрослую я кормим, значит, 2 раза в день, утром, вечером, а подростки я ее 3 раза кормлю в день. Корма у нас качественные, хорошие. Я его заказываю в Новосибирске. Вот она. Отличная фракция такая. Это вот для крупной, а это вот фракция для мелкой. Ага, вот она пришла. Вот она сейчас сюда прямо придет к рукам. А зимой подледная рыбалка? Зимой есть? рыбалка идет, да, подледная. Круглый год рыбачит. Кроме весны. Вот весной, май, когда нерест идет, ну там перерывы бывают небольшие. А это для... А это вот И мелкие. мелкая рыба понимает, что это для нее корм, да? Ну, они и крупные едят. Это гоморос, натуральный корм. Креветка. А сейчас пойдем маточник покормим. Там большие особи. Этим вот 2 года, как бы, двухлетки, а там есть такие по 5, по 6 лет. Получается, более крупная особь, она в другом водоеме, да? Да, там маточник у меня. Сейчас мы туда сходим. Ого! Я уже вижу. А ну здесь несколько, сколько у меня этих янтарных. Попробовать хочу развести янтарных. Но здесь нет рыбалки, то есть тут чисто они... Нет, бывает, почему? Можно тут порыбачить. Да, вот они. Бобры доставать начинают. Бобры? Но. А что они делают? Ну, перекрывают, поднимают уровень озера. Свою работу ведут. Свою работу ведут, но... А рыбы другого вида вы пробовали разводить? Нет, вода холодная, они не созревают здесь. Только вот форель созревает, а для карпа, для амура здесь как бы это прохладная вода. Этим вот желтым будет 3 года. Янтарным. Вот как раз они должны созреть. Не знаю, получится, нет у меня их вывести, но буду пытаться. Ну, здесь у меня примитивный такой инкубатор, где выращиваю икру мальков. Здесь они у меня проклевываются, и потом в течение 2 месяцев живут в ваннах в этих. Живут, потом подрастают, когда на плав нормально встают, я их выпускаю. Тут у меня маленькие ясельки есть. И мы там уже начинаем кормить их нормальным процессом. Вот это нынешняя молодая форель. Ого. Ну, самая активная, да? Да, сейчас. Ничего себе. Все, проглотили. Все съели. Все, и обратно идут сюда, видишь. То есть они уже знают, что их Да, кормят, да? они человека знают, все уже. Вот я их зиму здесь выдерживаю, кормлю всю зиму 3 раза в день. А весной, перед нерестом, как мальков следующих выводить, я их отлавливаю и выпускаю в озеро, какое нам надо. Когда лишнее получается, выпускаем просто в речку. Люди ловят. И тут у вас всегда проточная вода, то есть Да, она здесь идет... постоянно проточная вода, она кислородом обогащена хорошо. Ну вот как-то так. Спасибо. Ну, желаем вам удачи. Очень интересное дело. Спасибо. Спасибо вам. Что ж, очень интересно. Теперь захотелось туда поехать снимать Да, спецвыпуск. спасибо нашему коллеге Руслану Очирову за возможность виртуально порыбачить нашим телезрителям. Да. Ну а сегодня, тем временем, как мы сказали в самом начале, ну и как вы сами, наверное, знаете, 28 сентября на календаре. Это день рождения ломбарда. Кстати, выдача денег под проценты в долг существовала еще в древности. Ты знал об этом? Нет, но узнал, что... Ну, про древность не скажу, но несколько веков назад уже, да, назывались эти люди ростовщиками. Да, еще ученые-историки находили упоминания о них в документах греческой и римской эпох.
Ну а с другими датами и событиями мы знакомимся далее в нашей рубрике. На календаре 28 сентября. Сегодня отмечают День генерального директора, День работника атомной промышленности, День рождения ломбарда, День радиоэлектронной разведки ВМФ Российской Федерации, День добрососедства, Международный день права знать. События в этот день. В 1618 году в Брюсселе открыт первый в мире ломбард. Образован первый интернационал – Международное товарищество рабочих. В Санкт-Петербурге открылся Академический драматический театр имени Комиссаржевской спектаклем «Уриэль Акоста». В 1919 году был открыт Латвийский университет. В СССР принято положение о рабочей крестьянской милиции. Постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделен на Алтайский край и Новосибирскую область. Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. В этот день родились Микеланджело де Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко. Надежда Дурова, первая в русской армии женщина-офицер, писательница. Анри Муассан, французский химик, нобелевский лауреат. Джон Френч, британский военный деятель, фельдмаршал. Борис Ефимов, советский художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР. Ираклий Андронников, советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий. Питер Финч, киноактер, обладатель премии «Оскар». Марчелло Мастрояни, итальянский актер кино и театра. Бриджит Бардо, французская актриса, певица, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Степан, Петр, Николай, Никита, Максим, Макар, Леонид, Иосиф, Игнат, Иван, Дмитрий, Григорий, Богдан, Андрей, Мария, Людмила, Евдокия. Если у ваших близких или знакомых сегодня день рождения, у вас есть отличная возможность поздравить их на всю республику посредством нашего WhatsApp номера, который вы видите на экране. Да. Но вот мне сегодня почему-то хочется очень-очень говорить про наступление осени, позднее зажигание, об этом нужно было говорить раз в месяц. Но вот одно из замечательных занятий, это, конечно же, ну, в принципе, классическая такая история, книжку почитать вечером, сейчас дожди будут идти, да, каждый день. Посидеть, книжку почитать в теплом пледике, закутавшись. Вот вообще последний раз, когда читала, что это за книга была? Ну, я вообще в последнее время читаю больше книг по психологии и читаю их чаще в электронном варианте. Но у меня вот история такая, что я почему-то за всю жизнь прочел очень мало книг, как мне кажется. Ну, как-то сначала не пристрастился к этому занятию, когда пристрастился, уже времени свободного не так много, чтобы читать взахлеб. Но, тем не менее, вот последнее, что я прочитал, я больше к художественной литературе все-таки склоняюсь, и это было произведение «Я легенда». Я его начал читать после того, как мне рассказал друг о том, что в фильме, ну, одноименном, все совсем не так. То есть фильм и книга действительно, они совершенно ничего Разные общего. сценарии, да? Фактически, да. То есть есть какая-то общая направленность, но в целом, если посмотреть фильм, а потом почитать книгу, фактически вы в две разные истории проживете. Очень интересный Ну, ты такой момент. заинтриговал, я думаю, да. Телезрители, наверное, сегодня спохватятся уже читать книгу. Да, можно, кстати, книжку взять в библиотеке, тем более, что настало время для нашей викторины традиционной от Национальной библиотеки, ну и наша рубрика, соответственно, «Книжная полка». Доброе утро! Сегодня мы вновь проверим себя на внимательность и традиционно ответим на 3 вопроса по предыдущим выпускам. В первом выпуске мы рассказывали произведение Нила Геймана про Каролину. Каролина имеет очень интересную жизнь, живет в очень странном доме. И, внимание, вопрос: кто является соседкой Каролины по 1-му этажу? Второй выпуск мы посвятили творчеству Анны Князевой. Анна Князева – это творческий псевдоним известной русской писательницы Натальи Сиваковой. Однако у Натальи Сиваковой есть еще один псевдоним. Ваша задача – ответить на мой вопрос: какой второй псевдоним использует писательница Наталья Сивакова? В 3-м выпуске мы рассказали про первые учебные издания коренных малочисленных народов Севера из фондов Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. В 20 веке, в советское время, выдающийся ученый Тунгусовет Глафира Макарьевна Васильевич внесла огромный вклад в становление и развитие эвенкийского языка. Внимание, вопрос: где работала Глафира Макарьевна Васильевич долгие годы?
Все ответы вы можете прислать на электронную почту victorina.nb@mail.ru. Победитель обязательно получит от нас памятный приз. Всем удачи! Что ж, а для кого-то осень – это сидеть дома, как мы уже сказали, укутавшись в теплый плед, например, попивая горячий чай, к примеру. А для кого-то осень – это время оттачивать свои навыки и закаливаться. Открыли осенний сезон 6 членов общественной организации «Здоровый образ жизни и закаливания» Саха-Маржи. Они провели традиционный заплыв, открыли таким образом осенне-зимний сезон. К слову, температура воздуха в этот день составила +3, а воды +9 градусов. Самый долгий заплыв длился порядка 15 минут. Самому пожилому участнику флешмоба 62 года. В целом в организации Саха-Маржи состоят 30 человек. Причем маржи уверены, что подобные экстремальные купания укрепляют организм и иммунитет. Так, по их словам, из всей группы за минувший год ни один человек не заразился коронавирусом. Каждый должен работать над личным своим иммунитетом, я так считаю, и тогда не страшны никакие вирусы, бактерии, организм начинает сам организуется в этом холодной воде и мобилизует все свои силы, и иммунитет как стопроцентный начинает работать стопроцентно. Ну вот всегда меня поражали люди, которые занимаются этим делом. Ну, мне кажется, в осенне-зимний период. В осенне-зимний период. Меня летом в воду не загонишь, я плавать не умею, а они еще и осенне-зимний период. На самом деле круто. Это очень круто, то что, в принципе, польза закаливания, она общеизвестна и, возможно, даже доказана научно. Я просто не изучал этот вопрос. Вот такие вот дела. Я, кстати, тоже, ты сказал, что плавать не умеешь, я тоже плавать не умею, вообще панически, боюсь глубины, заходить в глубину в воде, стараюсь быть всегда аккуратной. Ну, вообще на воде нужно быть аккуратным, и, как говорится, не тот, кто плавать не умеет, он на глубину не лезет и, соответственно, риску себя особо не подвергает. Тем временем на наш номер WhatsApp пришло поздравление, и я с радостью готов его зачитать. Поздравляю свою невестку Веронику с днем рождения. Хочу, чтобы ты была счастлива своей семьей, карьерного роста и крепкого здоровья желают. Татьяна Владимировна. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Всего вам самого светлого и доброго в этот день. Ну и напоминаем номер WhatsApp. Да, 8-914-273-4488. Если вы также хотите кого-то поздравить, пишите нам. Либо если у вас есть какие-то вопросы для нас и наших гостей или пожелания, то, конечно, тоже пишите в любое время. Мы все стараемся читать. Или, может быть, вы просто хотите всем пожелать доброго утра. Мы также это скажем и прочитаем. Ну и не забывайте про наш Инстаграм, на который нужно активно подписываться и ставить нам лайки, узнавать всю подробную информацию, свежие новости и анонсы нашей программы. Ну а если вы по какой-то причине пропустили наш эфир, то вы всегда можете посмотреть выпуски на YouTube-канале Якутия-24. Ставьте лайки, комментируйте. Ну а прямо сейчас передаем слово коллегам из информационной службы с новой информацией свежей. Аварийное жилье, признанное таковым в 2017-2020 годах, планируется расселить в Российской Федерации за 5-6 лет. Однако возможно ускоренное выполнение новой программы с учетом того, что объем аварийного жилья по новой программе расселения сопоставим с объемом по действующей, то сроки выполнения должны быть соответствующими. Действующая программа рассчитана на 2019-2024 годы, то есть 5-6 лет. При этом отмечается, что существует техническая возможность ускорения новой программы. Это очень сильно зависит как от механизмов реализации, так и от графика финансирования. Образовательный центр «Точка роста» открылся в Жатае. Центр разместили на базе школы номер 1. Это 5 лабораторий, оснащенных передовой материально-технической базой, предназначенной для освоения программ в областях естественно-научной, технологической и IT-направленности. Сегодня в республике подобные центры открылись в ряде районов, а в текущем году начали свою деятельность 111 образовательных центров. Данный проект реализует в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. За прошедшие 2 года в Якутии были созданы 96 точек роста.
В целом до 2024 года такими проектами будут охвачены все наши сельские школы и школы, расположенные в малых городах нашей республики. Ну, безусловно, точка роста – это сегодня дополнение к учебным предметам биология, химия, физика. И мы четко видим, что они сегодня способствуют ребят более углубленному изучению химии, более интересному проведению занятий, потому что в комплект идут хорошие цифровые лаборатории. Детский сад «Василек» в селе Нюя Ленского района – образец для сельских дошкольных учреждений. Высококвалифицированный педагогический состав, интересные образовательные программы и оснащение в соответствии со всеми стандартами и современная обстановка. Здесь работают воспитатели с многолетним опытом. Воспитанники детского сада – победители конкурсов и соревнований различных уровней. В саду сегодня 39 воспитанников – это 3 группы. Рождаемость в селе, к сожалению, упала, поэтому новобранцев всего 6 человек. Сейчас детский сад готовится к ремонту за счет муниципальных средств Ленского района. Из казны района выделено почти 500 тысяч рублей. Это смена пола, замена кафеля, побелка, покраска. У нас оснащение очень хорошее. Согласно программе ФГОСу стараемся поддерживать все. Работаем по программе «От рождения до школы». И парциальная программа – это у нас юный эколог и приобщение детей к русской культуре. Спасибо коллегам. Ну а мы продолжаем наш эфир. Да, к столетию постоянного представительства России при президенте России запустят новый познавательный маршрут «Якутия повсюду». Это тур по памятным местам, которые так или иначе связаны с историей Якутии, которые находятся в Москве. Да, и на первой экскурсии побывала съемочная группа нашего телеканала. Подробности у Туяры Константиновой. Этот дом был городской усадьбой 19 века. На Садовое кольцо выходил его светло-желтый фасад, 5 огроменных окон. Начальная точка пилотного тура по якутским местам в Москве – Мясницкий проезд. Этот адрес в районе Красных Ворот знаком многим якутянам. Постоянное представительство – ровесник Якутской АССР. Именно здесь установлен бюст первому поспреду Якутии Максиму Кировичу Амосову. Туристический проект, который называется «Якутия повсюду». Он охватывает Москву, Московскую область, Тверскую область, а также регионы Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Что мы хотим сказать этим проектом? Мы хотим рассказать всем якутянам о памятных для них местах, да, памятных местах для нашей республики, которые находятся здесь, в Центральной России. Прикоснуться к истории родной республики первыми смогли студенты московских вузов из Якутии. В стене скорби памятники жертвам репрессий, камень под номером 19 из бывшего лагеря Дальстроя в Тампонском районе. На проспекте Сахарова располагалось первое здание поспредства. Следующая остановка – улица Спиридоновская, 26. В этом доме жил Степан Васильевич Васильев, один из первых организаторов промышленности Якутской ССР, посмертно реабилитированный в 1956 году. В таком большом мегаполисе, в большом городе знать, что повсюду есть значимые памятные места родной республики, это очень важно для человека, чтобы осознавать, где он находится и какую связь в течение времени, связь с предками, связь с родным регионом. Мы не должны забывать и не должны никогда повторить тех трагических событий. Импровизированный осоха якутских студентов в музее-заповеднике Коломенское – знак того, что старт проекта «Якутия повсюду» состоялся. Памятный Три-Серге – символ московского эсэха и одновременно хранитель культуры республики в столице России. Возле Сергея я тоже вижу первый раз. В Москве и вообще не в Якутии. Видеть Сергея и такое священное место мне очень близко. Мы только что танцевали наш народный танец осохой. Это было очень впечатляюще, и мне на самом деле очень ценно то, что мы здесь, то, что вы показали такое место. Для тура «Якутия повсюду» уже построены 4 маршрута с охватом 27 объектов. Первым участникам экскурсии организаторы подарили краткий путеводитель, который повествует о наиболее значимых событиях в истории республики в Центральном регионе. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва.
А сегодня в Якутске, в Северо-Восточном федеральном университете, состоится научно-практическая конференция под названием «Колыма соединяет регионы». Да, она приурочена к 130-летию Сергея Обручева и к 90-летию его экспедиции по реке Колыма и ее притокам. И сегодня у нас в гостях Татьяна Сергеевна Обручева, член фонда Обручева, непосредственно дочь ученого-исследователя Северо-Востока Якутии, Александр Леонидович Мазур, фотограф, представитель. Мазур. Доброе утро, уважаемые Доброе гости. утро. Вечные запинки на фамилиях. Потому что фамилии достаточно редкие, и бывает и такое. Все правильно. Да. Конференции – это один из этапов непосредственно экспедиции, которая также потом пройдет. Начнется она по Колыме, в Магаданской области, и потом вернется в Якутию. Да. Вот. Да, И так сегодня вот. эта конференция проходит. Где она пройдет, кто в ней примет участие, в каком формате, Какие и тема задачи какая будет. стоят? Ну, основная задача, Ну, Александр. вот основная задача, конечно, этой конференции — это собрать ученых, которые интересуются регионом, окружающей Колыму, и в дальнейшем организовать еще экспедицию. Вот как раз. И почему межрегиональная, вы правильно заметили, Колыма начинается, приток Колымы начинается в Якутии, в Эмяконском районе, потом протекает через Магаданскую область и опять возвращается в Якутию. Это Река Нижнеколымск, Колыма, да. Среднеколымск. Вот по этому маршруту в далеком 29-30 году в очень тяжелых условиях Сергей Владимирович Обручев с большой экспедицией прошел по этому маршруту. Они 2 года ходили в эту экспедицию. Я так понимаю, сегодня как раз в конференции примут участие представителей Магаданской области, Якутии, кто-то еще. Из Санкт-Петербурга еще будет. Несколько городов. И разных специальностей, и поэтому это и называется научно-практическая конференция, то есть обо всем, так сказать, но с приложением, естественно, в естественные науки. А конкретно в Якутске кто будет принимать участие? Будут ли там студенты, к примеру? Ну, мы не можем заранее так сказать, что вот данный конкретный человек придет. Нет, но надеемся, студенты и люди, интересующиеся. Научное сообщество. Все заинтересованные. Да. А вот вообще, почему Колыма, она такой притягивает интерес научного сообщества, опять же, исследователей, ученых? Ну, я вот хочу в первую очередь сказать, почему Колыма была в 29-м, 30-м, и почему вот... Году. В 29-30 году. Единственные дороги, которые существовали в древности, вы сами понимаете, это только реки, моря. И, конечно же, легче всего, достичь какой-то передвижения по рекам. Поэтому изучение всех районов, регионов начиналось по побережью и по рекам. И, соответственно, Колыма поэтому является до сих пор, более изученная сама Колыма, а вот притоки ее, они уже менее изучены, потому что там труднее дорога, и считается это малодоступные районы. Да. То есть до сих пор, Да, до сих пор есть очень много мест в Якутии, которые можно Только еще на по-прежнему, трудно достичь, и по-прежнему это интересует ученых разных направлений. Уважаемые гости, мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Утро Якутии на телеканалах Якутия-24 НВК Саха. Продолжаем беседу о экспедиции, предстоящей по Колыме. У нас в гостях Татьяна Сергеевна Обручева, член фонда Обручева, дочь известного ученого, исследователя Северо-Востока Сибири, Якутии, в том числе и реки Колыма. А также... А также Александр Мазур, фотограф и представитель фонда Обручева. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор. нашу беседу о сегодняшней конференции, которая посвящена Колыме, и предстоящей, опять же, экспедиции. Татьяна Сергеевна, вообще вклад вашего отца в исследование, в развитие, изучение географии и геологии, он огромен. Он известный ученый, много книг, опять же, каких-то есть. Книги — это просто итог экспедиции. Главное, это все-таки были его экспедиции. И главное, между прочим, без моего отца не было бы Хребточерского. То есть экспедиция 1926 года — это открытие Хребточерского. До этого на картах на этом месте были низменности и болота. Вот. А экспедиция 29-30 года на Колыму, то, что сейчас, она подводила итоги уже, так сказать, исследования и Хребточерского, и обобщала
географическое и геологическое изучение этого большого района. И для отца вообще были характерны большие, так сказать, результаты. Вот. И поэтому одним из колоссальных результатов было установление золотоносности всего хребта Черского, а не только кусочка по реке Колыме. Татьяна Сергеевна, а у вас лично желание, оно когда зародилось, последовать за... Ну, я в отцом, смысле специальности совершенно не последовала. Вот. А просто, ну, это полуслучайно получилось. Дело в том, что отец очень хорошо фотографировал. И во время экспедиции от экспедиции остались колоссальное количество пластинок, пленок, но большая часть осталась в архиве Академии наук, потому что он там работал, а вот часть дома. И когда мы дома, так сказать, уже вот, это было 11-12 лет назад, посмотрели, мы поняли, что это надо показывать. И поэтому в 14-м, нет, первый раз в 10-м году еще в Питере, а потом в 15-м году, значит, экспедиция, выставка экспедиционных фотографий отца произошла в Якутске. Ну, вот. А планируется, так как мы тоже сегодня уже сказали о том, что Магаданская область тоже с этим так или иначе связана с рекой Колыма, не планируется ли потом показать кадры Магаданской области? Ну, это, значит, выставка принадлежит теперь Национальному художественному музею, и он имеет право возить по всей Якутии. То есть я надеюсь, что он еще и привезет, так сказать, и в Магадан. И в Магадан. Но в Магадан это, так сказать, уже особая договоренность, но по Якутии Национальный художественный музей может возить куда угодно. Ну, вы отправляетесь в экспедицию? Пока еще не отправляемся, потому что какие мы сроки, как раз, когда? наша задача организовать эту Да. экспедицию. Собрать людей? Да. Кого вы привлечете? Ну, в первую очередь специалистов с Якутии, потому что здесь очень много специалистов, которые интересуются этим. И вот мы сегодня как раз узнаем всю широту изученности этого района. Ну и, соответственно, в каком году пойдем, пока не можем загадывать, потому что это надо искать спонсоров еще, финансирование, потому что это непростые экспедиции, это не просто на машине поехать куда-то. Это все-таки... А какое должно быть подходящее время года для экспедиции? Ну, лето, конечно же, да. Хотя Обручев, извините, вот он по Каркадону, они зимой шли как раз. Да. Но это зимой на оленях. Но это, так сказать, все-таки экстремальные достаточно условия. Конечно, легче летом, но там, где проходил отец, до сих пор, скажем, можно в некоторых местах пройти тоже только на лошади. Так что ни машина не пройдет. А вот как вы считаете, да, то есть мы по большей степени сегодня говорим о научном интересе к Колыме, но как считаете, возможно, у самой Колымы, то есть понятно, что районы Якутии расположены вдоль Колымы, но сама река Колыма имеет ли туристический, может быть, потенциал, то есть привлекать в подобные экспедиции непосредственно туристическое сообщество? Ну, это никогда не является, так сказать, это всегда возможно. То есть это очень часто результатом серьезной экспедиции потом может быть и туристская составляющая, конечно, конечно. Только надо определить кусочки, те кусочки, так сказать, реки, на которых это можно сделать. Вот. Ну, надеемся, что запланированная экспедиция сегодня она в планах находится, но будем надеяться, что в очень обозримом будущем она состоится, она даст какие-то результаты. И после этого, я думаю, мы еще раз с вами встретимся, обязательно поговорим об итогах. Ну а сегодня желаем вам отлично провести конференцию, чтобы дать вот этот, как говорится, задел на будущее. Начало есть. Спасибо. Да. Татьяна Сергеевна, Александр Леонидович, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо. Ну а далее у нас одна из самых любимых с тобой рубрик, Паш. Да, особенно моя. Рубрика называется «Говорим правильно», и сегодня будем говорить о таком выражении, как «не в своей тарелке». Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами уже говорили о том, что фразеологизмы могут прийти в нашу речь благодаря какой-то деятельности человека или с художественного произведения. Но бывает так, что русский язык заимствует фразеологизм из другого языка. При этом точно
или совсем не точно переводит слова в нем. Именно так произошло с фразеологизмом «не в своей тарелке». Русские дворяне, которые говорили и писали на благородном французском языке и при этом изъяснялись с трудом на языке своем родном, еще в XVIII веке перевели это выражение с французского языка. При этом они заменили слово «положение» на слово «тарелка». Это странное выражение стало популярным. Возможно, оно стало популярным именно благодаря своей странности и оставило нам тайну своего происхождения. Всего доброго! Национальный промысел сегодня стремятся развивать по всей стране. С наступлением осени башкирские бортники отправились в леса собирать мед диких пчел. Среди них и Ильдар Егафаров. Это ремесло передал ему по наследству дед, как и деревья, на которых расположены ульи. Анастасия Дмитриева о деле, которое передают из поколения в поколение, продолжит тему. Старые веревки, почерневший дымарь и глубокая признательность за древнее ремесло сбора меда диких пчел. Вот скромное наследство деда Ильдара Егафарова, жителя деревни Новомунасипово в Башкирии. Каждую осень мужчина отправляется в дорогу вглубь лесов, где знает почти каждое дерево и как найти в них ульи или борти. Бортям только, например, там 150-200 лет. И они, получается, все еще эти деревья живые, растут. И радуют с пчелками, с медом наш. Егафаров собрал свой первый мед диких пчел, когда ему было 13, и влюбился в эту тысячелетнюю традицию. Он решил посвятить свою жизнь старому ремеслу. Бортник поднимается на дерево с помощью керама и лянгия. То есть только в нашем Бурзянском районе такое сохранилось. Борти выдалбливают в деревьях, имеющих диаметр не менее 60 сантиметров и высоту выше 18 метров. Их обязательно выбирают поблизости к лугам и водоемам. На одном стволе могут размещаться от 1 до 4 бортей. Для того, чтобы обезопасить их от нежелательных гостей, прежде всего медведей, ульи устраивают на высоте выше 4 метров. Расположение деревьев держится в секрете. Бортевые династии на протяжении столетий передают по наследству навыки, инструменты, пчеловодческие хитрости, а также деревья. Они равносильны недвижимому имуществу. Существует и местное табу. Чужаки не должны трогать дерево, где находятся борти. Для этого на стволах стоит родовой знак – тамга. В советскую эпоху коллективного земледелия традиция сбора дикого меда была почти забыта, если бы не такие люди, как дед Егафарова, который сохранил знания и передал их своему внуку. Отцу, получается, досталось там, например, деревья, инструменты, но он не стал заниматься, потому что вот время вот советов там, колхозов, он сказал: у меня вот трактор есть, у меня работа есть, зачем вот мне куда-то идти там в лес, там мед добывать. Башкирия – единственное место в Европе, где сохранилось бортевое пчеловодство. По некоторым данным, этим ремеслом там занимались с середины первого тысячелетия, а возможно и раньше. Местная популяция бурзянской пчелы, которую здесь называют «золотом Башкирии», занесена в Красную книгу Республики и Челябинской области. Очень вкусный сюжет. Сейчас бы с медом позавтракать. Как-либо на хлеб намазать. Чай с медом, на хлеб намазать. Все по-разному. Кстати, отличная профилактика, да, во время простудных Да, осенью, заболеваний. время ОРВИ, и почему бы не укрепить свой иммунитет. У нас есть поздравление, которое пришло на наш WhatsApp. Доброе утро, поздравляем нашу Жасмину. 16-летие – это чудесный возраст, когда тебя ждут много открытий, множество интересных событий. Ты познаешь мир, у тебя все получится. Пусть задор, озорство и везение сопровождают тебя всю жизнь на пути. Смело мечтай, радуйся, люби и верь. Пусть верные друзья всегда приходят на помощь. Пусть жизненная гармония всегда присутствует во всех сферах жизни. Твоя большая семья из села Таастах и из Нерюнгри. Присоединяемся к поздравлениям и поздравляем Жасмину. Так и хочется сказать, где мои 16 лет? Они были когда-то тоже, поэтому это повод порадоваться. Но, тем не менее, в любом возрасте, я думаю, жизнь прекрасна, особенно в такой период, когда светит солнце, когда чистое небо над головой, когда можно, есть возможность просыпаться и
улыбаться. Да. Мы на этом с вами прощаемся, дорогие друзья. 28 сентября на календаре. Утро это с вами встречали мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Встретимся уже с вами завтра. Хорошего вам настроения, отличного дня.